Давным-давно, в предновогоднюю ночь над землей летел ее Творец и Создатель. Над Якутией было так холодно, что не удержал он мешок с драгоценными подарками. И рассыпались они на огромных пространствах, затерялись на миллионы лет. История открытия якутских алмазов прошла по времени и судьбам огромного сибирского края. Кое-кто умчался к наградам и славе, а на таежных маршрутах, как на обочине всякой войны, осталось прошлое. Непостижимым образом уживались там жестокая межведомственная борьба и душевная, сродни святой наивности, открытость, яркие человеческие судьбы и неведомой глубины коварства. Стремительно меняющиеся ценности сегодня разрушили идеалы одних, но у других ничто не смогло разрушить веру в добро, справедливость, порядочность. Ведь ничто не может оставить след на алмазе. В геологии время первых алмазных открытий было ослепительной зорницей. Успеть бы в ней разглядеть лица героев. Роль геолога, первым нашедшего алмазы, сыграл в молодые годы Иннокентий Смоктуновский. Уже на склоне лет он пришел к мысли о том, сколько можно было тогда сделать для людей и сколько тогда не было сделано. Его герой только начал свой святой труд подвижника. Начал, но не успел. Отдельные сведения о находках алмазов на восточно-сибирской платформе поступали от местных жителей еще в прошлом столетии. В конце 30-х годов геолог Владимир Степанович Соболев, сравнивая геологическое строение сибирской и африканской платформ, дал научное обоснование возможности открытия алмазов в Сибири. Независимо от Соболева, перспективность сибирской платформы на алмазы в 1939 году предсказал иркутский геолог Михаил Михайлович Одинцов. Ему посчастливилось и осуществить свои прогнозы. На этой земле
На косе Соколиной был найден первый алмаз. Раньше ведь этого ничего не было. Никто никого не снимал никогда, никто никого не спрашивал. Работали. Когда она приехала, тогда я глаз положил. Да. Ну, я тоже. А я когда зашла, нас привезли самолетом. Это у Саши Да, Дедова. а из Крестях тоже на лошади. И когда пришли мы в дом, то он сидел в углу в рваной телогрейке, Да. красный такой пояс, Кушак. и Горняцкий, шаровары такие. да. Тут шевелюра такая у него была, не то что сейчас. Вообще есть фотографии. Есть фотографии там даже вот в так этом. я про себя, конечно, отметила. Но он... А он был, так сказать, вот сразу сражен. И слава богу, вот уже 50 лет. 50 лет. Я ленинградец. Жил в Ленинграде. И работал на 365-м военном заводе в Ленинграде. Помните, разоружаться когда стали? За Урал. Предложили нашему коллективу переехать за Урал. Там уже были готовые квартиры, и завод, и все. Мы отказались, молодежь. Ну, Питер. И вдруг куда-то там за Урал. И чтобы перебиться каким-то образом, найти работу, поехали на Оленек в Якутию. И занимался топографической съемкой. Целое лето. Рабочим я был. Отработали лето, зимой вернулись мы в Якутск, и в Якутске я встретил человека, с которым потом прошел всю свою жизнь. Фейнштейна Григория Хаимовича. Жили в одном номере, в одной комнате. Разговаривали там и прочее. Он говорит: слушай, ты мне очень нравишься, говорит парень. Поехали со мной, говорит, в Алматинскую экспедицию. Тогда она еще не называлась Алматинская, вторая комплексная партия. Я подумал, говорю, что у вас там деньги там платят или что вы так приглашаете? Он говорит: у нас там самое главное, решается государственная проблема. Какая? Он не сказал, тогда уж секретно это все было. Ну, намекали на уран. Ну, думаю, правда интересно? И согласился. И в 49 году, в декабре месяце, я из Якутска переехал в Крестях. Тогда ведь совершенно другие условия были. Нас до Нюрбы довезли самолетом, а от Нюрбы до Крестяха мы, впереди была лошадь, на эту лошадь, там сани, на эту сани сложили рюкзаки все, и 16 человек, вновь нанятых ребят, из Нюрбы, это 300 почти километров, пешком до Крестяха шли по льду и по дорогам. От деревни к деревне, от деревни к деревне. Приехали в Крестях. О, питерец, говорит, приехал. Ну, давай вот, дорогой мой, я тебя на Соколиный, говорит, отправлю. Фактически, Алматинская экспедиция – это поставщик настоящих специалистов во все остальные экспедиции. Ведь были экспедиции и позже уже. А Альма-Матер – это Алматинская экспедиция. Я в декабре приехал, а в августе уже были найден первый кристалл Григория Хаимовича. Алмаз. Он уже был найден. Вот поэтому под этот алмаз ведь и развернулись все, фактически развернулась вся алмазная эпопея. Да, Фейнштейн, вот когда мы с ним встречались в Якутске, это было в конце ноября месяца, вот в этот момент он в обкоме вот как раз обсуждал перспективы развития всего и прочее, потому что принес им вот этот кристалл алмаза. С чего и началось все. Вот этот дом, вот как раз первый дом, который был построен. Его построил лично, сам, своими руками, топором, пилой, построил Прокопьев. Никто ему не помогал. И рабочих для этого он не привлекал. А потом, когда он построил, поселился, печку сложил, поселился с семьей, с маленькими детишками. И после этого к нему, когда прислали молодых специалистов, начали молодые специалисты, один из них как раз начал просить: давай квартиру, тогда будем работать, условий нет для работы. А он отвечает им: вот вам ордер на квартиру, топор, пила, вон лес, стройте себе квартиру. Сами будете строить, сами в ней жить, сами будете работать здесь.
Здесь меньше 50 не было со середины ноября до середины февраля. 62, вот у коней кровь из ноздрей идет, эти сосульки ранят. А забойщикам там по закону полагалось после 50 не работать. Все работали. Что там говорить? Так, вспомнишь рабочих, так это личности каждый. Вот я помню одного мужика, он в шурфе. Значит, там как, он бурил ломами горячими, сверху ему женщины как раз были воротовщицы две. Вот. А он, значит, принимал эти, и одна уронила. А он где-то там нагнулся в забое, и лом горячий ему пропорол спину. Он еще не потерял сознание, крикнул: вытаскивай его, вытащили. Его спасли, в общем. Но ведь нужно же такую волю, чтобы выдержать еще, чтобы его подняли. Если вы проехали по зимникам, это весной, как после атомной бомбежки. Вот эти шофера, это герои же буквально, черт не знает, как они. А зимой машины-то были старые, неудобно было засориться горючий, куда-то лезет вниз, продувает. На морозе же все это. Вы сами понимаете, как тут на вечной мерзлоте построить. Вот. Да и все же, как ни говорите, завоз-то тут тоже, ведь железной дороги нет. Все на автомашинах завозится. Вот. Так бы не прошел здесь сухой ногой. Болота были все. Еще не было домов, уже каждый давал название. Москвичи и ленинградцы. Причем строили молодые. Жили. Даже вот Тихонов, первый управляющий, герой социалистического труда, он в Индии Бихилае строил. Так вот, он жил, у него и конторы не было вот такой роскошной, как сейчас конторы. И он долго, уже добыча шла, все. Он был управляющим Якут-Алмаза, объединению, стройки все эти ему подчинялись. И он жил в простеньком домике, и конторка у него простенькая была. И поэтому и люди его очень уважали, очень уважали. Вот это Наталья Владимировна Кинт. Сначала верхом на лошади, кого верхом? Больше это пешком, и лошадей на себе таскали. Балатины были. Там, где сухо, сядешь верхом. Соболев, он тогда не был еще академиком. Но он вообще не приспособлен, кабинетный ученый. Так его вместе, лошадь завалится вместе с лошадью и Соболев. Сначала Соболева вытаскиваешь, а потом уже лошадь вытаскиваешь. Вот это так называемая пена. Пена, ага. Вы видите, собственно говоря, ведь здесь весь домашний скарб. Здесь уж переезжает какая-то палатка, так он даже, смотрите, ведь девочка сидит. Ну, это какая-то семья едет. Видите, с чайниками, тут с мешками, с баульниками, с какими-то, даже, по-моему, есть тубаретки. Вот, тут тоже что-то местное похоже. изобретение, вот эта пена. Да. Другого, да, это вроде волокуш. Пена называется. Да. Вот, а почему ее пеной прозвали, Григорий Климович? Черт их знает, почему пеной назвали, не знаю. Откуда-то ведь начало-то есть. Мне, Иннокентию Смоктуновскому, в фильме о геологах «Неотправленное письмо» довелось сыграть не роль, а воплотить саму судьбу первого пилота Тунгусской экспедиции Иннокентия Куницына. Вот видите, он Иннокентий, я Иннокентий. Ну, в Сибири это не редкость. Каждый третий, как говорят, кешка. А это значит Иннокентий. Выполняя очередной рейс в экспедицию Одинцова, Куницын попал в снежный ураган и потерял ориентацию. Он был вынужден совершить посадку в глухой, безлюдной тайге. Много недель спустя река Большая
Батуобе, где через 7 лет будут найдены несметные алмазные кладовые, вынесла в Вилюй плод. И геологи Тунгусской экспедиции узнали о последнем подвиге этого мужественного человека. История открытия месторождений драгоценного камня, как и всякая другая, пишется людьми, их удачами, их драмами, их судьбами. Прошло столько лет, а популярность этого простого рабочего человека среди алмазников, геологов не поубавилась. Федор Алексеевич Беликов, Федюня. Так звали его и Наталья Сарсацких, и Лариса Попугаева. Верный, безотказный, работящий помощник, трудяга. Пройти путь от открытия алмазов до мусорщика. Такое возможно только в нашей стране. И пройдя войну отечественную, прошел и эту послевоенную судьбину Федор Беликов. Стоял август, конец августа. Сезон подходил к концу. Все было на исходе, и продукты, и патроны. Заканчивался сезон неудачи. В начале пути на Далдын мы с Ларисой Анатольевной едва не утонули. Потом нас покинули проводники. Дальше не смогли идти олени. Такие пошли трудные места. И последнее, что мы еще смогли сделать, переправились на другой берег реки, чтобы осмотреть приток. Есть было нечего. Оставалось только надоевшая каша-затируха. Я услышал издалека крик Ларисы. Она была на косе. И, проклиная все, я побрел на этот голос. «Надо копать здесь», — сказала она. Это означало вырыть метровой глубины длинную траншею, промыть взятый из глубины грунт, упаковать в мешки, снести к костру палатки и снова вернуться, куда она уже уходила.
21 августа 1954 года геолог Лариса Попугаева вместе с рабочим Федором Беликовым нашли первую сибирскую кимберлитовую трубку. И назвали ее Зорницей. Сергей Степанович, устали. Федор Алексеевич Беликов, Наталья Викторовна Попугаева, дочь Ларисы Анатольевны Попугаевой и Наталья Николаевна Сарсанских. Поприветствуем гостей. Хлеб, соль от якутской земли. Несмотря на все эти драматические события, которые произошли вокруг этого открытия, почти у самого полярного круга, и вот теперь, так скажем, все точки над «и» расставлены. Вот именно это произошло здесь, на трубке Зорница, на Якутии. И я думаю, все мы здесь своим присутствием здесь постараемся искупить все драматические события, которые произошли. Их было немало с открытием алмазных месторождений Якутии. Мы рады вас видеть здесь, на коренном месторождении, на трубке Зорница. Очень спасибо вам всем за такое приезд, за такое отношение к нам. Что мы сделали для вас все хорошее. В следующем сезоне Лариса Попугаева продолжала исследования кимберлитов трубки Зорница. А своему товарищу, геологу Владимиру Щукину посоветовала: Володя, обязательно посмотри и поискуй два ручья в устье Сатыкана. Там непременно что-то должно быть. Среди таежного безлюдия отыскал Щукин еще одну магическую гранатовую дорожку. И в 12 километрах от Зорницы вывела она его к богатейшему в мире месторождению алмазов. Удача Щукина была невероятной. Но он, скромный человек, дал ей незатейливое имя – Удачная. А раз трубка была найдена, не так уж и важно, кто первый пришел к ней. Эх, так пересекаются пути геологов. На месте, где сейчас растет и хорошеет город Мирный, поисковые работы на алмазы проводила 132-я партия Амакинской экспедиции. В те славные годы возглавляла ее Наталья Кинт, Юрий Хабардин, Катя Елагина. Летом 1953 года союзный трест номер 2 запланировал совместный маршрут Бабкова и Кинт по реке Малая Батуобия. Но после трагической гибели Бабкова работы завершить не удалось. Вечером 13 июня 1955 года Катя Елагина и Юрий Хабардин вместе с рабочим их отряда Жуковым по карте Натальи Кинт вышли к кимберлитовой алмазоносной трубке. Они назвали ее «Трубкой мира». Это был венец
почти 20-летнего, неистового труда поисковиков и геологов. Смотрите сюда! Товарищи, смотрите сюда! Товарищи, смотрите сюда! Вот на этой земле, на косе Соколиная, был найден первый алмаз. Здесь, в этой речке, они так и лежали. Преление лунное отменили. Открытие это в 1955 году. Летом, один из дней, я дежурил в аккуратной радиостанции. Пришла телеграмма о том, что которая подписывает Хабардин и Елагина. Закурили трубку мира, табак хороший. Адресованный начальнику экспедиции Бондаренко. Ну и после этого уже я ему позвонил. Он, видимо, пригласил Юркевича, Файнштейна и сам, естественно, пришел. И начались переговоры, как и что и чего, какие результаты там. Вот так и все проходило. Это первое начало, как говорится, поступления телеграмм. Ну, естественно, сразу же это в экспедиции узнали, в управлении. Как говорится, сарафанное радио быстро сработало. Хотя все считалось в секрете как-то до этого. Что ищет Амакинская экспедиция. Ну, а тут сразу уже все открылось. Недавно показывали Катю Елагину, вот которая подписывала телеграмму по телевизору. Старушенция. А мне кажется, я еще молодой. Ну, мне всего 79. Не знаю, но она, по-моему, чуть моложе меня, во всяком случае. Они в Крестяхе часто приходили на переговоры с Иркутском. Тогда в Иркутске был Кузьмин. Интересные телеграммы шли от Файнштейна Кузьмину. Деньги давали нерегулярно. Иногда, вот как сейчас, месяц, 2, 3, 6 месяцев не получали зарплату, а давали по десятке, по двадцатке аванс на хлеб. И каждый день Файнштейн писал, когда денег не было. Иркутск, Кузьмину, деньги, Файнштейн. Все, телеграмма. И приходил ответ. Крестях Файнштейну, нет Кузьмину. Коротко и ясно. Были казусные телеграммы, тоже из Иркутска приходили. Первая партия верблюдей выходит такого-то. Тогда уже был начальник экспедиции, не Файнштейн, а Орлов, по-моему, был тогда, Геннадий Петрович. Да. Ну, сразу берет телеграмму, досконально не вчитывается в эту телеграмму, ну и читает. Первая партия вышла в верблюдей. Говорит, черт, скоро этих слонов сюда пришлют. Освободить срочно 25 секций конного двора для принятия верблюдов. А оказывается, вербованные люди, сокращенно, надо было понять. А им конюшни
нас подстерегала следующая беда. После открытия трубки «Интер» здесь интересная вещь произошла. Взяли нам, нарисовали яйцо, то есть на площади, и сказали: вот вам, так сказать, площадь, вот найдите, так сказать, значит, трубку в 2 раза по площади больше, чем «Интер», но с такими же содержаниями. Вот такая была поставлена Батобинской экспедицией. Вот. Значит, я участвовал в этой эпопее. Когда вызвали в ЦК наших из министерства, что можно сделать? Ну, говорят, ну вот, может быть, бурить, поскольку у нас район закрытый, то есть трубки перекрыты более молодыми отложениями. Бурите. Бурите 300 тысяч. И, кстати, тогда был Косыгин здесь, в свете этих всех событий. И вот была оказана помощь, сразу же раскрутили много станков, но мы потеряли самое главное. Нас называли буровой конторой, и, наверное, это имело какое-то основание. Поскольку там шла речь так: важно, есть, нет кимберлит, нечего опробовать, нечего, и давайте. Вот таким методом была построена и тактика, и стратегия поиска кимберлитовых тел. Вот период, это опять Батобинскую экспедицию настиг, и вы пережили. И тогда было принято решение Батобинской экспедиции выйти за пределы этого, работать на перспективу, начался другой всплеск. Это уже было при Лопухове, начальником экспедиции. А это единицы. Вот такие, как Лопухов, я таких людей в своей жизни не встречал. Вопрос стоял в том, на чего жить, где деньги брать. Проекты есть, работа есть, направление есть, а финансирования-то нет. В состав «Аларуса» мы еще не вошли. Якутск геология, непонятно, откуда денежки-то брать. Если честно сказать, я даже не знаю, каким способом, каким путем он смог удержать на плаву Батобинскую экспедицию. Вся программа его работы была настроена на созидание. Наше главное созидание в тот момент – это найти месторождение. И мы нашли. Это на Крымское киберлитовое поле. Я этот момент хорошо помню, до деталей. Вот. И как я дал информацию для вас, и как вы оперативно собрались, и как мы полетели, и как мы прилетели на эту трубку, как Евгений Евгеньевич Потапов, он закоперщик всего этого дела был. Значит, он в первую очередь нашел лиственницу, ошкурил ее и написал, что здесь будет трубка. А Лопухов, он победитель. Самый настоящий победитель. Он боролся. Главная победа его в том, что он всю жизнь созидал. Это его главная победа. Такие люди редко рождаются, как знаменитые поэты, как... Люди же годами ищут, не находят, десятилетиями впустую работают, а когда нашли, конечно, событие было. Я не вхожу в плеяду первооткрывателя, просто я один из старых работников, я на 7-й бригаде работал, 7-я бригада, которая именно открыла Батобинскую трубку. Ехали они по профилю, встали. Вот, сначала поднял-то кимберлит Леша Жирохов, Алексей Жирохов. Но он не знал, а вот Исмагилов, он уже знал, что такое кимберлит. Ну, и они потом передали, что есть табак. Там уже геологи. Ну, нормальные люди, что простой наш разведочный народ. Терпеливый, выносливый, целеустремленный, добиться результата.
не нытик, короче говоря. Нужно делать, выходить из любого положения. Нас уже отсюда потихоньку, давайте, ребята, дальше. Дальше. Надеется, наверное, компания, что должны мы найти. А что под нами? Под нами трубка. Под нами, вот мы на трубке. Когда я стал генеральным, первый мой помощник был кто? Александр Петрович. А он по профессии кто? Геолог. Не, ну все равно, Владимир Петрович, конечно, геология у него была на особом счету, и он к ним относился Нет, душевно. но горное предприятие, и без геологии никак нельзя. Да, будущего нет. Геологи все давали, все есть. Значит, надо было эксплуатационное начало начать на месторождении. Первое, что я поставил задачу, это трубку юбилейную запустить. Мы ее запустили. Она пошла. Следующее после юбилейной крупной стройки, это была, конечно, стройка интернациональная. Строили уже 20 лет. Это шло очень медленно. И на одном из этих совещаний, которые я проводил, полгода я решил дать и через полгода получить алмазы. Через месяц я собираю опять и говорю: уважаемые коллеги, вот на прошлом совещании я вам сказал, все вы приняли это отрицательно. Так вот, я принимаю решение 1 июля запустить Интер. Вот, всю ответственность за запуск этого предприятия я беру на себя, буду отвечать я. И если кто-то не будет выполнять то, что я буду давать, какие указания, и будет против идти, если еще даже против будет идти, или не выполнять и против, то имейте в виду, что может после этого наступить. Ну и что вы думаете, мы в июле запустили. Поэтому первый рудник интернациональный, я считаю, что с коллегами мы запустили, и с геологами. Я благодарю всех тех, которые принимали участие. И, конечно же, большое огромное спасибо первооткрывателям-геологам, которые нашли это уникальное месторождение. Ключ от кладовой алмазной в надежных руках. Мы будем работать достойно. Коротко в Сибири приполярное лето. В конце августа уже нередки снега. И первые звонкие алмазные открытия тоже выпали на август. Невероятно. Григорий Файнштейн нашел за этот счастливый сезон 29 кристаллов. 29. Всего 29. А промышленность требовала миллион. Ведь без алмазов немыслимо было заниматься ни атомом, ни сверхзвуковой авиацией, ни космосом. В тот момент было трудно всем, просто невероятно трудно. Но на фоне всей страны, да, вот город Мирный, он все-таки жил. Очень сложный. Я помню время даже, когда вместо заработной платы можно было пойти взять бриллианты. В счет твоей зарплаты можешь получить бриллиант. Пожалуйста, было такое время. Алмазы или бриллианты? Бриллианты. Не алмазы. Алмазы нельзя. Ограненные. Борьба шла здесь, в стране. Значит, а мы были жертвами. Мы были жертвами. Почему? Потому что компания оторвана. Она территориально от всех оторвана. Все связи снабженческие начинают рваться. Мошенников вокруг появилась куча. Значит, это что-то ужасное было. На том фоне, что творилось в стране,
Значит, компания была как некий остров с достаточно высокой стабильностью. Мы очень тяжело первые годы шли. Очень много было негатива в то время. И благодаря тому, что нам удалось удержать компанию как единое целое, не развалить, не растащить ее по отдельным предприятиям, а тогда еще и это было, пришлось очень трудно доказывать нецелесообразность вот такого выделения. Значит, мы просто говорили, что это вы сегодня такие, а завтра что с вами будет, когда у вас придет, значит, упадет пик, значит, а пик придется, предположим, снова на оживающую трубку «Мир». Что теперь, значит, им давать самостоятельность, а вас к себе брать? Нет, милые? Значит, вот месторождение как бы имеет 3 возраста всегда. Молодость, зрелость и старость. Вот сегодня вы зрелые, а старость-то тоже будет. И только в одном коллективе, значит, одни стареют, другие поднимаются. Можно в одном холдинге, в одном кулаке можно развиваться. Мы вышли на это решение. Я там шашкой быстро. Григорий Дмитриевич Бойко, он мудрый, он очень мудрый был. Нет, давай постепенно, давай мы поговорим в коллективах, значит, обсудим, как это лучше сделать. И благодаря его активной позиции очень много и получилось. Сергей Федорович Лопухов пошел по другому пути. Он начал искать приложение сил экспедиции в других отраслях, предположим, в добыче. Добыча алмазов попутно из тех месторождений, которые экспедиция разведывала. Аварийная ситуация произошла. Бросил насос. Сильно большая нагрузка на насос, на зум. Не справлялся насос, выбило его. Сейчас перезапустили и будем брать нормально нагрузку. Все. Это еще не авария. Бывает и хуже. Когда компания набирала, вот, геологов вводила в компанию, Лопухов был против, чтобы геологи вошли в компанию. Он говорит, тогда геологии такой не будет. Ну, конечно, недальновидно тогда Сергей Федорович поступил это. И компания, конечно, этот простить ему не могла. Уже все, Макинка вошла уже в состав компании, а он все держался за ПГО и Куцгеология. Ну и ПГО и Куцгеология держались тоже за эту экспедицию, она надеждой была для них. Она же самая крупная экспедиция. Я честно могу сказать, что когда я пришел в геологию, в главной геологии, то уже буквально на 2-й год я задумался, а что будет дальше. Мы видели, что трубка «Мир» дорабатывается. Удачная была еще на пике. Нетрудно было посчитать, что 5-6 лет и удачная начнет сокращать объемы производства. Страна требует алмазов! Нужны новые открытия. Где? Здесь нету. Нужно выходить на новые районы. Как туда выходить, когда у компании нет сил? Геологам платить мы напрямую не можем. Им все деньги шли из бюджета. Что делать, как быть? Тогда и родилась идея, что нужно было бы геологов взять к себе. Тогда мы вместе бы решали проблему сырьевой базы. Начало 90-х годов это же такой развал, можно сказать, государственности, еще нового ничего не было сделано, законы позволяли делать все, что угодно, и, соответственно, была возможность и другого решения, которое Лопухов и предлагал. В тот момент одним из вариантов дальнейшего существования геологического предприятия могло быть самостоятельное плавание, так скажем, в виде общества ограниченной ответственностью либо какой-то другой формы. Но был просчитан вариант, что в принципе экспедиция может как самостоятельное предприятие выжить даже без получения бюджетного финансирования. Я напомню, что в 1992 году, в общем-то, все финансирование было же бюджетным, то есть с федерального бюджета мы финансировались.
А компания ПНО «Якуталмаз», она не финансировала практически нас, поисковиков. То есть только у них своя экспедиция была, Мирнинская, которая занималась экспоразведкой. Вот. Ну, если я так, насколько знаю, значит, там было предложение такое, осуществлять при проведении геологоразведочных работ попутную добычу алмаза. А в это время мы проводили разведку месторождений Салур, Восточное, значит, это рассыпные месторождения, шахтным способом добывали большие объемы проб геологических с целью изучения этого месторождения. И, соответственно, попутная добыча алмазов, она нас на самом деле позволила бы, наверное, неплохо жить предприятию. Но вот коллектив был за то, чтобы войти в состав ПНО «Якуталмаз». Я понимаю, что сейчас вот рассуждать трудно, уже столько лет прошло, 20 лет. Какие там были, кто принимал решения, какие были подводные там течения. Но это, наверное, единственное правильное решение было. По-другому бы ничего не получилось. Могу напомнить, что, по-моему, из 40 тысяч геологов ПГО «Якутсгеология» там через буквально 5 лет осталось 2 или 3 тысячи человек. То есть фактически геологию развалили за пятилетку. И если бы мы не были в составе уже потом «Алмаза России», то я не уверен, что вот эта Батобинская экспедиция существовала в том составе, в котором она сейчас существует. Буквально через год, там, через два, после вхождения в состав акционерной ПНО «Якуталмаз» было изменено законодательство, и вот эта возможность попутной добычи, она прекратила свое существование. Вот, пользуясь случаем, я, конечно, низкая благодарность вот, и Дюкареву Владимиру Петровичу, вот, и Андросову Николаю Егоровичу, это вот, глава администрации, Басыгысову, вот, Измухаметову, вот, потому что мы вот с Ришатом Нургалиевичем, я помню еще молодым журналистом, он там бегал, в общем, так сказать, очень бодро, в общем, сейчас он такой уже, может и даже себе не позволить бежать так быстро, степенно, должность так его обязывает. Но это люди, которые любят работу, любят край, любят историю, вот, а особенно Ришат Юзмухаметов, который вот буквально на глазах на многих людей, зрителей, но на моих уж точно, он, в общем, превратился в общем, очень известного ученого, вот, в общем, с высоким званием, вот, и очень много сделал, пользуется гигантским уважением, огромным уважением, потому что это действительно подвиг с его стороны. Есть предложение выпить за здоровье Натальи Николаевны Сарцовой. Ой, давайте не которая надо. первая осваивала здесь оленек, и с оленька пешком шла до Долдына, где сейчас трубка. Удачно? Не надо, честное слово, я хочу просто за всех. Нет, Наталья Николаевна, мы вначале выпьем за ваше здоровье, так сказать, за ваше, так сказать, а потом уже за всех. Не мешает? Ничего не мешает. Я не знаю вообще. Выпивайте. Дунька в Европе получится. Подержали, хватит, отдайте. Ну, знаете. Подержим нормально. Макинка дала большой толчок нашей промышленности, поскольку в самые первые годы своего существования она обеспечила попутную добычу алмазов в таких объемах, что сразу же почти насытила рынок наш, так сказать, и мы отказались от закупок заграничных алмазов. А Макинская экспедиция внесла свою лепту в том, что она, сотрудники бывшей физической лаборатории Леонида Митрофановича Красова создали первые люминесцентные сепараторы. Это конструкция сепараторов Вадима Викторовича Фине в условиях Нюрбы,
сумели изготовить не только полевые сепараторы, но уже готовили образцы промышленных сепараторов для фабрик Якуталмаза. Но, к сожалению, сотрудники ее работали с очень жесткими изотопами и получили сильное облучение. Но потом эти работы были продолжены в институте Якутнепроалмаз здесь в Мирном и на заводах в Ленинграде, в Нальчике. Ну, что еще рассказать про Макинскую экспедицию? Про нее можно рассказывать долго. Я вам прочитаю стихи. Все дороги косыми дождями исхлёстаны, комариные орды гудят позади. Наши жилы испытаны трудными верстами. По местам, где, быть может, и зверь не бродил. Но когда от мертвящей усталости падали и листыли от сырости в шалаше, мы невольно вопрос задавали, а надо ли, начиная порой сомневаться в душе. Отзвенит наше время походными песнями, и когда на последнюю выйдем версту, год за два нам бухгалтер прикинет для пенсии, и 1 к 10 наши жены зачтут. Такие вот хорошие слова, да. Да он трудоголик, у него нет других интересов, у него короткая жизнь, вот он понимал, что она очень коротка, что надо успеть, и он, к счастью, успел, многое успел. А вот то, что у меня в моих личных архивах, то, что я хотел делать картину, и вот у меня какие-то эпизоды, я вот они, может, и не надо было, они как бы на таком, по горячему следу были. Но они и по горячему следу пусть и не останутся, потому что давайте мы посмотрим короткую. Вот мое ощущение, мое чувство тогда, когда это все происходило, когда вот он умер, когда мы его вспоминали, и как мы чувствовали. Вот это снималось у него дома один эпизод, а один эпизод на Анабаре. Посмотрим. Вот, и не судите строго. Ни меня, ни его. Джеймс был человек хваткий и скупой. В хорошем смысле. Ну, во всех смыслах. Ну, тяжелое детство. У него там где-то сухари хранились, там вот полезешь, там, я там жил, ну иди там достань, там сухари лежат. Вот, ну, сделай мне холодец. Ну, я пошел, мне нравилось, потому что если сделать холодец, значит, завтра будут гости. Все, я прихожу, там, вот, гостей собралось, ну, я же вот столько холодцу, а где остальное? Ну, я не могу ему, как-то догадался не сказать, потом лезу в другой холодильник, смотрю, Джеймс его там на замок прикрыл, потому что он этот холодец оставил на черный день. Но он настолько изголодался в детстве, что это стало его, в общем, так сказать, уже какой-то защитной привычкой. Он там сухарь, хлеб, там холодец, там что-то другое, там это все у него, так сказать, как бы на первой очереди и во второй очереди, на черный день или на светлый день. Вот. Но он был действительно светлый, очень светлый человек, и просто... А мне нравилось, почему? Я у него жил. Вот. Когда мне, значит, вдруг он говорит, знаешь что, иди-ка ты поживи у меня на квартире. У него однокомнатная квартира, я, значит, иду туда. От музея до его дома, значит, 828 шагов я посчитал. Почему? Потому что Джеймс отправлял меня к себе. Почему? Потому что он туда не мог идти, потому что было скользко. А у Джеймса вот в последнее время болели ноги, и с палочкой ему ходить, в общем, как-то не пристало, значит, он и стеснялся этого, и, ну, видимо, вот это. И он оставался. Ну, говорю, ну, что ты там, в общем, так сказать, иди туда. Ну, я мерил эти 828 шагов, и раз 5 или 8 я, в общем, так сказать, еле-еле оставался на ногах, потому что скользко, так сказать, куда тут деваться. Жил он бедно. Жил он очень бедно. И у меня осталось одно воспоминание, которое я в таких горячах, так, в чувствах рассказал тогда, когда произошла вот эта непоправимая утрата. Вот как это было. Так вот, в этом доме жил Джеймс Ильич. В этой квартире. Она ему не досталась. Все, кто с ним воевал, построили хоромы. Вот может, надо показать, вот кто-то, с кем он там, потому что
что такое, вот, ну я с ним прожил последние в его доме, вот здесь, и в музее, значит, когда приезжал. Я жил здесь, я тут все знаю, все хозяин. Я ни к чему не касался, просто не имел права, потому как, ну, таковы были, ну, я понимал, мои обязанности ничего не трогать, ни к чему не прикасаться, но связь между нами, там, словесная, она, ну, мы же, он меня, ну, как брата, так сказать, ко мне относился. Ну, естественно, и я тоже. Я почему-то, ну, его опыт, я чувствовал себя, ну, перед ним, он все-таки такой колосс был, это был великий человек. Он пел, он говорил, что нет голоса, но пел великолепно, он читал стихи, он всех заводил. Я думал, что это, ну, думаю, что это вот так идет, потому что он такой, а это было иначе. Он садился, вот в этих бумажках все это написано. Он садился и писал, готовился. Вот он должен там поздравить молодоженов, и этот был экспромт, искрометный, длинный, долгий, но он, над ним сидел там, может быть, там 3 дня, 4 дня, и он там вот поправочки есть, вот это вот не так сделать, это так сказать, вот тут это. И все это его, ну, помнят, любят, ценят за это, в общем. А вот это вот его жизнь, его, так сказать, творческая жизнь, вот эти вот дневники, вот случайно в его квартире, в его комнате. Я не знал, где, я же не, так сказать, не копался в вещах, вот ради интереса можно там вот заглянуть, ну что у него там во вьючнике, так сказать, может быть. В общем, его называли чокнутым мужиком, чокнутый с мешком, так сказать, за плечами, потому что он ходил с мешком по этим карьерам, а там же, ну, никто не ходит, это же закрытая зона, запретная зона, в общем, и эти экскаваторщики, ну, смотрят, там идет этот, бродит этот мужик, там что-то там колотит. Вот опять этот чокнутый, значит, мужик с мешком, старик, чокнутый старик с мешком, значит, ходит. Ну, потом видят, ну, давай сюда к нам. Приходит он туда, они поят его чаем, так сказать, вот здесь это написано. Поет его чаем, ну и он вдруг начинает рассказывать об этих камнях, которые для них просто, значит, это порода, просто их там вид существования, вид заработка, так сказать. А он рассказывает удивительные вещи, они к нему с огромным уважением, уже потом легенды, там вот будет тут приходить этот вот чокнутый, значит, старик, но уже другое к этому отношение. Чокнутый старик с мешком. В этом мешке, ну это условно, потому что там не внезешь, он увозил не мешки, а увозил машины, специальные машины, там, в общем-то, на эти вахтовки, и он эти камни огромные, там, в общем, пилил все и превращал какие-то, в общем, образцы, которые там в музее. И каждый вот такой вот камушек, вот один из камней, он, ну, ясно, что он с этого горизонта, с этой позиции, с этого, значит, вот, а это все уже убрано, все вычерпано, этого нет, а как историческая память, она осталась у него, и по этим вот маленьким камушкам можно защищать диссертацию. Совершенно спокойно. И к нему рвались, его грабили, его музей, не музей, его, так сказать, его лаборатория трижды сгорала. Он начинал сначала, в общем. Вот, ну, и вот он сделал этот музей. Потому что мы народ бродячий, потому что нам нельзя иначе, потому что нам нельзя без песен, чтобы в сердце не закралась плесень. Потому что мы народ бродячий, потому что нам нельзя иначе, потому что нам нельзя без песен, чтобы в сердце не закралась плесень.
temiz gündeler, ürünmeyi tüm tanırım. Manida mahimahım, bütün ayrıca gözüm var, bütün Когда мы говорим о Якутии, мы всегда вспоминаем природное богатство. Алмазы, золото, нефть, газ. Наша республика, визитная карточка нашей республики – это, конечно, горнодобывающая промышленность. Но среди всех отраслей горнодобывающей промышленности, безусловно, ведущая, если хотите, самое главное нашей отраслью, самое главное отличительной чертой Якутии, конечно, является алмазная промышленность. Известно всем и эта героическая эпопея открытия алмазов, героическая эпопея освоения алмазных месторождений, строительства целых городов в Заполярье, на Крайнем Севере. И это такие удивительные судьбы и удивительные люди, настоящие герои своего времени. И, конечно, когда мы вспоминаем путь создания алмазной промышленности, то, конечно, в первую очередь мы думаем о геологах. Вот очень много людей прошло, которые уже ушли от нас. Очень много молодежи перед глазами прошло уже. Ну, в общем, знаете, какая целая судьба. Вот у меня в трудовой одна запись: Батовинская экспедиция. Первичная документация – это судьбы людей. Вот, люди работают в поле, во все погодные условия, и дождь, и снег, и мороз, и холод, и жара, и комарье, и все что угодно. Вот, и все они вот это заносят вот в эти вот тетрадочки, самые обыкновенные, карандашом. Но это же такой труд людей. Это все проходит. Да, дневник жизни. И вот так посмотришь, вроде бы, ну вот что, да, вот первичная тетрадочка, документация. А ведь это открытие трубок, открытие наших месторождений, это же все идет отсюда. Вот исток. На вечное хранение остается первичная документация, выработка, маршрутные исследования, которые были, документация шурхов, скважин. Все это остается. Вот и Пихованцев Алексей Кузьмич, и Рыснев, Истомин, опять и Пихованцев. Но это надо еще искать только. Протяженность наших поисковых работ на сегодняшний день составляет порядка 500 километров. Эта вот экспедиция растянулась вдоль такой вот 40-километровой полосы. Где существует геология, там везде есть батуринские кадры. За 50 лет она столько их наковала. В любой сфере есть. Так что это кузница кадров. Моя вообще работа классная. Все, что они прокопали, а мы потом здесь будем все анализировать. И давать советы научные, как с какой стороны лучше. Эту трубочку видно с той, справа, слева. И методика какая. По новой такой-то, это такая. Я сначала в Старомосколе училась. Старооскольский геолого-разведочный техникум. А потом Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники. Сам Капица сказал: геология – это наука, к ней нельзя относиться потребительски. В нее надо сначала вложить, а потом получить. Ну, у нас там одна буровая рядом стоит. Буровая стоит вот она. Вот когда придет сюда, выйдет сюда. Вот здесь стоит 3 буровых. Вот там, да? У тебя для грусти нет причины. В зеркало так часто не глядись. Замирают вслед тебе мужчины. Если мне не веришь, оглянись. А ты опять вздыхаешь, печаль в глазах тая. Какая ж ты смешная, девочка моя. Как будто что-то знаешь, чего не знаю я. Какая же молодая ты, доченька моя.
Вот для меня лично мне радует будет душу, если тот громадный опыт, вы сами понимаете, теория без практики – это ничто. Геология, она как бы находится на стыке физиков и лириков. И лучших песен, чем геологи, наверное, никто никогда не сочинял. Уходишь счастливо, приходишь, привет. Какая прическа, рабочие будни. Вы что, на концерте, что ли? Пойдемте. Начинается. Батобинская геолоразведочная экспедиция. Батобинская экспедиция Мещанчук. Основной задачей на апрель месяц является перевозка на 600 километров 2 буровых бригад из объекта Танкелявский на вновь организуемый участок Хапинский. Вопросы решаем в рабочем порядке. Ну, когда-то в свое время, это сейчас у нас молодежь не хочет никуда ездить, инвентаризацию. Я уже все поля объездила. И в Тикси была, и на Лунном была, и при Линии была, и все время на вертолетах, на вездеходах и кругом. И на этих резиновых лодках переправлялись через реки, чтобы там проверить инвентаризацию. Это вообще... Ситуация была очень своеобразная. Организовать геологоразведочный процесс на новом месте – это довольно сложно. Тем более от того места, откуда мы станки перебрасывали, там 700 километров. И когда мы уже все перебросили, забросили, и уже практически начали поиски, начали бурение, нам поступает команда работы прекратить, все боровые станки вывести в город Мирный, главный геолог компании. Он был инициатором прекращения этих работ. Я был против. Я говорю, вы пойдите в те бригады, которые сюда переехали, они, я говорю, вас камнями забросают. Я на себя взял ответственность работы продолжать. Мы, когда переезжали, то и боровые установки переворачивались, об этом никто и не знает, что они переворачивались, что имеет такое обыкновение. Но хорошо, что обошлось благополучно, никаких травм, ничего не было. Батобинская экспедиция преследовала рок неудач. Вот сколько усилий предпринималось, и нигде никаких открытий нет, и все. Хоть ты застрелись, нет открытий, и все. Конечно, создание экспедиции, оно сразу сделало такой мощный прорыв в алмазной геологии. И надо дать должное тем людям, которые возглавляли в тот период экспедицию. Это и Андрианов, и затем его сменил Шубин. Конечно, в Батобинской экспедиции работали великие люди, великие геологи. Да, назовем хотя бы там Владимира Николаевича Щукина, человек совершенно уникальной биографии, уникальной судьбы, или Сергей Федорович Лопухов, или знаменитый геолог Бабков, который, к сожалению, очень рано погиб и не смог себя, может быть, так реализовать, но многое заложил для подходов к тогдашней алмазной геологии. И вот эти традиции, которые тогда были заложены, хорошая такая основа, она привела к тому, что уже в последующее время, вот уже в 90-е годы, батобинцы сделали вообще удивительное открытие. Ведь новые трубки, которые они были открыты, которые они открыли на Мархинском рудном поле, это трубка Батобинская и трубка Нерубинская, они по своим качествам, по своим характеристикам совершенно не такие, как с геологической точки зрения, конечно, как другие алмазные трубки. И найти их было чрезвычайно сложно, опираясь на те методы, которые уже были освоены. Это совершенно новая такая страница в алмазной геологии, потому что изменились методология, изменилась технология поисков алмазных месторождений, когда были открыты эти трубки. Все дороги косыми дождями исхлёстаны, комариные орды гудят позади. Наши жилы испытаны трудными верстами. По местам, где, быть может, и зверь не бродил,
Мы трудились и знали, что так и положено, возвращаясь в палатку, молиться без чувств. И что самое невозможное, нам с тобой, дружище, вполне по плечу. А это вот такая глухомань, что вот пройдешь мимо и не почувствуешь, что здесь залегает трубка из богатым содержанием алмазов. И нам в какой-то мере, можно сказать, даже повезло. Из всех признаков, там их, наверное, штук 25-30, которые говорят о наличии месторождения алмазов, ни один из этих методов не дал какой-то информации, что здесь лежит трубка, да и какая. Трубку вот Обинскую. Он первооткрыватель, он поднимал первый керн, он смотрел первый керн, он его грузил на машину и увозил сюда. Это который Ватчинников Владимир Леонидович. Обыкновенно ехали, бурили, поставили, значит, солярки уже нету, решили остановиться, все, встали. Вот она стояла на этой точке, и там не отбурились дальше. То есть вас просто Господь Бог вот показал, где. Я не знаю, как Господь Бог, но Зоринский топографический отряд Октябрьской партии, он уже промежковал уже эту линию. А мы-то ехали от 18-й скважины, мерили это расстояние, чтобы эти затесы потихоньку стираются, затираются. Значит, мы для того, чтобы не ошибиться, не уйти, потом не искать, не ходить там долгое время, просто определяли как? По старым дедовским методам. Значит, на гусеницах, значит, одного башмака нет, и примерно прикидываешь, сколько раз на 2 километра он шлепнет, значит, там уже начинаешь искать эту точку. Где бурить? Да, если не смотришь, вот затес на дереве. Я забурился. А вот как было, значит, нам запретили работать там, потому что, значит, была идея создания новой организации, новой фирмы, новой алмаздобывающей фирмы на базе Нерюнгрийского ГОКа. Знаешь об этом? Нам не давали лицензию. Мы ездили в Нюрбу, там собирали всех представителей людских улосов, с Москвы, с Якутска, там были администраторы. Решался вопрос о том, чтобы дать лицензию. Нам Сафонов запретил там работать. Так? Да. Хорошо. Я Безбородов говорю, слушайте, разрешите нам прихватить аномалию. Потому что смеяться будут. Мы бурим какие-то нелепые профили, есть хорошая аномалия рядом с трубкой, мы ее не проверяем. Над нами смеяться будут геологи. Позвольте нам, ну хорошо, бурите, но я вам ничего не говорю. Не трактор поломался, и не стали на аномалию. А разрешение, вот было такое негласное разрешение Безбородова. Открыли новое поле, алмазано поле. Не одну трубку, а поле целое открыли. Работа, пожалуйста. Благодарность потом. Я лично там участвовал, я лично организовывал этот район работ. Ребята всех знаю, как завозил, вывозил. Я дома не спал практически, не видел, как у меня дети выросли. Поживите еще в том времени. Ну, шла тяжелая ежедневная работа. Работали мы на большой территории, информация шла отовсюду. И тут в один из воскресных дней, когда я дома находился, мне поступил звонок из диспетчерской экспедиции, что Сергей Федорович вас приглашает к телефону. Буровой мастер Ватчинников. У меня сразу все оторвалось. Ну, думаю, где-то что-то произошел несчастный случай, и тяжелый раз меня в выходной день требует буровой мастер. Он меня видел-то, может быть, 1-2 раза. Ну, я быстренько собрался, поехал. Все там оказалось намного проще, намного радостнее. Он говорит, что мы сегодня открыли трубку. Какая это трубка, мы не знаем, но кимберлит очень хороший.
Я говорю, а ты кимберлит вообще в глаза видел когда-нибудь? Он говорит, Сергей Федорович, вы меня обижаете. Я кимберлит в мордочку узнаю. К утру уже к 4 часам уже ясно было, что это ясно идет кимберлитовая руда, уже алмазосодержащие, наверняка, потому что перо пошли спутники такие крупные, ну и оливины. В общем, все, что сопутствует вот таких кимберлитовых породах. В конечном счете он меня убедил, что они подняли кимберлит, я все сомнения отбросил в сторону, поздравил их, и Борового-мастера, и бригаду. Потом это стало понятно и известно, что это новое кимберлитовое тело. Мы его назвали трубка Бутуобинская, за что я снова обрел в лице руководства компании не очень положительную реакцию. Как так? У нас название трубки дает президент республики, а тут геологи взяли и сами назвали. Но мы этот момент пережили. Наша деревня, огни не погашены, ты мне тоску не пророчь. Светлыми звездами нежно украшена тихая зимняя ночь. Светятся тихие, светятся чудные, слышится шум полни. Были пути мои трудные, трудные, где ж вы, печали мои? Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу, дьяволу служить или пророку. Каждый выбирает для себя дьяволу служить или пророку. Каждый выбирает по себе слово для любви, для молитвы, шпагу для меч для битвы. Каждый выбирает. Ой, там очень сложно было. До Мещанчука дело доходило не сразу. Меня сменил Туканов. Потом назначили Черного Сергея Давыдовича. Потом уже пришел Мещанчук по нашей рекомендации. Я с Мещанчуком работал, и в том числе работал в Меринском районе. И я его хорошо знал. И я довольно открыто порекомендовал. Ребята, если вы хотите, чтобы в экспедиции был порядок, а порядок на всякий случай нужен в любой организации, я говорю, давайте без всякой оглядки все в руки Мещанчука. Меня поняли. Сейчас Мещанчук смотрится очень прилично, очень хорошо. И все у него получается. И я, конечно, очень рад за Мещанчука. Вся жизнь этого человека прошла здесь. Это уникальная жизнь, хочу обратить ваше внимание. И мы, те, кто молодые сидят здесь в зале, должны глубоко завидовать этому человеку, потому что, дай Бог, если нам скажут эти слова. Вся трудовая деятельность человека на геологии на Дальнем Севере должна именно быть направлена к тому, чтобы когда-то ему такие слова сказали. Здоровья, счастья, удачи от всего коллектива экспедиции. Одним из инициаторов бурения этой майской трубки был я. Мне пришлось даже в свое время вместе с Толстовым приходить к главному геологу, там плеваться, стучать кулаками, чтобы он разрешил пройти несколько скважин. Он разрешил. Мы прошли, и трубка появилась. Фарт пошел. Если говорить о фарте, нам подфартило, что мы попали именно в эту экспедицию, да? Так кажется мне. Может быть, и в другой экспедиции были бы такие же люди, да, такие же знакомые, да. Но тут, наверное, есть доля везения, фарта, это должно есть.
Есть. Да, вы правы. Лопухов, Царство Небесное, личность. Да. Это он, наверное, кто там ботинком тряханул? Хрущев первый. Прошел до нашего медпункта, грязно, тротуары, даже деревянных не было. И он пришел в наш ЖЭО, снял ботинок, грязный, или туфель там, не помню, и хлопнул. Настелили моментом тротуарчики. Да. Ой, это Лопухов. Это Лопухов, да. Лопухов сделал. Да. Это Лопухов. Глыба, конечно. Наверное, только один начальник Лопухов проезжал по полям и тряс эти вкладыши, чтобы просто была чистая. Ой, помню, период этот был, когда денег не было. Рабочий приходит, у него, он больной, у него руки больные, он мне вот так сует. Ты посмотри на мои... Что я должна делать? А надо же немножко людей понимать. И это же все живые люди. Вот. И каждому надо. Кто-то с обманом. Вот пришел с обманом, я на него гляжу, он мне врет. У него там мама умерла, у меня так. Если у тебя кто-то умер, у тебя взгляд будет совсем другой. Был случай, когда в Сунтарах, он у нас Сунтар рабочий был, парень такой, Иркут, у него умерла мать. Денег у него ни копейки, он еще тем более выпивал. У меня на счете 0. Он пришел, на колени упал, говорит, мама умерла. Вот понимаешь, я, ну что делать? Я со своего счета, вот у меня там маленько было, я снимаю со своего счета и говорю, я тебе даю, но я тебе денег не дам. Я билет куплю тебе, на самолет тебя посадят, и тебе вот в самолете, ты когда сядешь в самолет, тебе дадут 2000 рублей вот эти, чтобы тебе похоронить мать. Я говорю, я тебе так не дам, потому что ты их пропьешь. Он бедненький приехал, говорит, ой, я приехал, говорит, там ни копейки денег тоже. И я, говорит, вот эти 2000, все, говорит, туда истратил, говорит, спасибо. Необыкновенно. Не привыкли работать в тяжелых условиях. И это считалось нормой. И никто не жаловался, не заикался о том, что вдруг где-то там чай не вскипятил или кофе не подали. Люди там работали очень своеобразные. Ты, говорит, ее любишь, нет? Я говорю, я не знаю, Таня. Я говорю, я не знаю, люблю я или не люблю. Ну, мне приятно с ней спать, потому что она молодая, говорю. А люблю или не люблю, говорю, что-то это. Она мне говорит, сволочь, хватит таскаться. Домой! Херач домой! Я заплакал. Здесь, говорит, наш сын лежит. Знаешь, тут сын лежит, а тут растет, понимаешь? Так в этом и дело. Там дочка у меня еще есть. И в тайге сколько таких судеб, да, всяких сложных. Вот эта долбаная тайга, вот эта долбаная тайга, сколько она семей разлучила. Любоваться этим каплем. В принципе, да, работу какую огромную выполняет. Сколько народу, задействует сколько человек. Мне нравится, я за свою жизнь 3 раза в Питере был. Вот на севере люди и в Питере люди. 372,5. Мне понравилось. Глубина 113, 65 метров. Дед у меня очень интересной судьбы. Да, он в академии учился вместе с Колчаком. Вот он мне рассказывал, что... И вот почему-то у нас вот по семье идет это домой. Они шли с Владивостока, шли на Питер. И там какой-то, какой-то красный. Мне нравится груз. Его выловили и приволокли к деду в штабной вагон. Вот. Ну и дед с ним водку пил,
Дня 2, наверное. Тут все хотел узнать, какие красные, что им надо, мне нравится груз пьяный. Дед отпустил этого красного, отпустил, нравится, иди, говорит, построил гарнизон свой, с кем он шел туда. Я, говорит, не знаю, кто такие белые. Я не знаю, кто такие красные. Это его слова, речь. Но я вам команду стрелять по своим не дам. Одно. Ну я спрашиваю, Кондратий, так что нам делать? Что? Он говорит, а домой? Идите все домой. Ему вопрос, это коней что? По коням и домой. С вагонов коней там как-то, говорит, разгрузили по коням с оружием. И он стоит, а эти все как парадом мимо него прошли. Домой, Кондратий, домой, 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 домой. Все ушли домой. Широка река, глубока река, не добыть тебе с того бережка. Тучи низкие прячут лунный свет, полететь бы мне, да вот крыльев нет. Во сыром бару злой огонь кипит, конь чернее, чем ночь, у огня стоит. Бьет копытом он, ищет седока, оттолкнул тот конь наши берега. Постучалась в дом, боль незваная, вот она любовь окаянная. Георгиевич, ты улыбнуться можешь? С трудом. С трудом, потому что жизнь наша такая горькая. Если бы это самое не сила воли, упал бы тебе на грудь и разрыдался бы здесь слезами. Вот видите, перед вами собирал руководителей подразделений и главных инженеров. Они все вышли мрачные. Перед этим собирал аппарат, тоже не менее мрачный. Никого в зданиях практически нет, но вон там женщины считают, сегодня только третий вариант, а до этого было 6. Третий вариант, потому что вводные приходят, меняются и в сторону уменьшения численности, фонда зарплаты и прочее. А это живые люди. И вот то, что нам предстоит людям преподнести в виде подарка к 50-летию, это все это печально. В Утробинске когда-то я работал в тематической партии. Поэтому я каждый год собирал по карьерам коллекции, а потом мне было жалко выбрасывать. Их надо было изучить и выбросить, и тогда бы меньше с ними хлопот было. А я как бурундук все складывал. Когда накопилось 700 ящиков из-под ВВ, там, и я не знал, куда с ними деваться. Значит, собрать нетрудно, вот сохранить было трудно. А потом этот домик навестили от наших Штыров, нынешний президент, и бывший Дюкарев, бывший президент, так сказать, компании. Ну и посмотрели коллекцию, говорят, такую коллекцию в деревянном домике нельзя хранить. Давайте что-нибудь, это Штыров, Дюкарева. И вот это недостроенное помещение отдали нам. Пойдемте. Вон какие красавцы, видите. Вам не мои дети. Мои пути, костры, палатки. Издалека увидев близь, узнай терпение солдатки, как наши матери звались. Тоску достойно пересилив, разлуку гордо пережив, когда годами по России отцы держали рубежи. А что под нами? Под нами трубка. Под нами, вот мы на трубке.
мы начинали практически в тайге с нуля. У нас полностью отсутствовала какая-то инфраструктура. И если взять 99-й год, то первый десант, который высадился сюда, несколько дней ночевал в машинах. Ну, обогатительная фабрика номер 16 – это наша давнишняя мечта. Мечта, будем говорить, заложенная в 97 году, когда только раскручивали мы 15-ю фабрику, запускали. Вот. Уже просматривалось будущее 16-й фабрики. Мы взяли все передовое, все самое лучшее, что есть в мире, и практически перенесли сюда. В то же время на следующие обогатительные сезоны 15-й фабрики установили оборудование, которое в меньших масштабах, но копировали процесс будущей фабрики, обкатывали режимы там, обкатывали оборудование. Сережа, поехали на причал. Все, садитесь. Пристань Кузьмич. Почему такое название? Когда было принято решение о строительстве пристани, я обратился к Краснову Александру Кузьмичу. Он был начальником управления «Алмазтехмонтаж» в городе Ленске. И я ему прямо сказал, что у нас нет ни проекта, ни должной комплектации. Все остальное мы должны решить сами. Он в то время был уже, к сожалению, неизлечимо болен. Тем не менее, в течение 2 месяцев в Ленске из бросовых материалов, из неликвидов так называемых, он сумел скомплектовать этот объект, перевести сюда за 800 километров от Ленска, организовать здесь строительную площадку и в течение 2 месяцев построить вот эту причальную стенку. Сегодня Александра Кузьмича нет с нами, к сожалению. Он ушел из жизни. Память о нем вот осталась. Пристань, причальная стенка, она сыграла очень большую роль в целом в строительстве Нюрбинского ГОКа. Если бы не было пристани, то ровно на год сместились бы сроки строительства.
В Якутии что хочешь может быть. Завтра пойдет снег и может идти 3 дня. Вася, давай людей. Сколько человек давать? 10, он сказал. 10, давай 10. Вот ставь на это, убирай камешка, я посмотрю. Вот сейчас, а он тебя снимет, слышишь, тех пулемет, Жень, попадешь в историю, давай, раскатай один руку. Я разуюсь, никто мне не поможет. Где второй это Камазу? Чем он занимается? Там разбит. Ну нахрена нам такой Камазу, который ничего не может делать, а? Вот здесь, надо еще 1-1,5 метра добрать. Его надо добирать, его надо тут. Крем будет зарплату. Дайте тут машинист работает. А я кипятить не собираюсь, мой профиль, ясно вам? Идите посмотрите температуру. Возврати себе храм, возврати себе свет. Этим светом будь свят, этим светом согрет. Возврати себе кровь, дом, где спит твоя кровь. Возврати себе жизнь, веру, правду, любовь. Мой храм, ветер надежды, мой храм. Ну что, пошли посмотрим. Вот площадка. Что-то будет построено. Снимаем как запоминание, что здесь было. Ну, традиционно обычно говорят, вот сдаем фабрику. Не фабрику сдаем, а комплекс. Вот эти более сотни объектов, следовательно, все должно синхронно начать работать. Успокоиться надо.
хватало волнующих и смешных каждый день. Их было особенно поначалу. Да, когда мороз. Первоначальный 50. приезд, условия шокировали. И работа на открытом воздухе, под снегом и по скользким колоннам. Это, конечно. По балкам. Пока наверх долез, уже все, рукавицы замерзли. И это, в 2 ватниках. Но все равно на балку сел, так и примерзаешь. Наливники стоят 2 суток, ждут. Ждут. Это следы ночевки. Чаек. Как же без него. Вот стоят. Загрузят, поедут. Как дорожка вам? Плохая дорога. Плохо. Местами подсыпают ПГСом, но тонет машина, пустая. А груженные сейчас не знаем, пойдем. 2 дня назад здесь была поверхность реки. И вот она упала. Пришел первый корабль. Привез горючее. Как? Нет насоса, оба сгорели насоса. А эти уже сгорели? Конечно, оба, блин. Когда успели, блин? Да вот, только еще машину даже не закачали. Собирай схему напрямую. Или отдавай ему отмашку, чтобы он пусть пока не качает. Чтобы в этой емкости у нас хоть куда-то какой-то запас остался. Ой, побежит все мимо, блядь. Сейчас выключи пока. Ну попробуй сейчас сразу закрывай задвижку, а потом выключай, чтобы у нас в шлангах остался топливо. Дорогой! Что ж тебе надо? Корреспондент задавлю! Rapota Arin kort snurba. Ja tuumaata Alrosissa läväkettä, Alrosissa läväkettä. My name is Udo Heydrich. I'm with Metso Canada. Well, I've worked in Uzbekistan. I've worked all through South America, Central America, in Europe. I've worked just about everywhere. I think the workers are fantastic people. I think they've done a fine job, and I believe that the operation is going to work just fine for Alrosa. Бывает в любом проекте, в любом пускающемся объекте есть какие-то несостыковки, неправильные расчеты произведены. Весь процесс мы отстроен в автоматическом режиме. Я был большим пессимистом, я никогда не верил, что фабрика может запускаться от одной кнопки. Строителям, конечно, громадное спасибо. Первый алмаз мы получали очень тяжело. Ждали его часов 5-6. Но все-таки к поставленной цели мы достигли к 8 утра. В 7 часов
8 числа, 8 августа мы добыли первый алмаз. Сергей, ну вы счастливый человек. Я не очень счастливый человек. На пике открытия этих месторождений, это же, собственно говоря, было открытие месторождений Трубка-Бутовинская и потом Нербинская. Вот. В тот момент, когда в компании, в общем-то, минерально-сырьевая база-то не очень хорошо чувствовала. И тут раз и отстранили. Да. Ну, тут дали мне место в Монголии. Но это чепуха. Это никакого сравнения по накалу страстей, по применению энтузиазма. Тут же и сравнить нельзя же. У нас же работа шла гигантскими масштабами. Я имею в виду с точки зрения геологии. И там, и там, и там мы не сопоставляли, что трудно, тяжело, что вот не в моготу. Люди это переносили, и люди это чувствовали, и люди, в общем-то, верили. Григорий Мещанчук, Александр Васильевич Толстой, Ришат Мухаметов, Алборов, Дойников. Вот команда срочно прийти и вручить букет. Ну вот бутовинцы сказали, чтобы мы налили полное от души. В дому нахожусь? Да. Я прошла, знаете, очень такой тертый калач. Ну ладно, о скучном. Сколько вам исполнилось? 92. Да не может быть. Вот вы тоже так же. Все говорят, да ты что? Когда я называю свой возраст, говорят, да ты что? Вот бутовинцы тоже вот, среди всех. 92 года мне. С днем рождения. Спасибо. В Ирбинском очень трудно находить. Там работала Плотникова Мария Исааковна, которая все предсказала. Прогнозную карту составили. Она все там указала, что там богатейшие месторождения должны быть. Она, когда больная с сердечным, уже с инфарктом лежала в больнице, как раз в это время была пробурена трубка эта. Я пришла к ней в больницу, сказала, что Машка, ты знаешь, что нашли трубку в твоем районе, где ты знаешь. Она так разрыдалась, уже больная совершенно. Все, она потом через неделю уже умерла. Она говорит, ой, я так счастлива, что все-таки мой труд, она там несколько лет работала. Михаил, просто вот возьмите руку, да? Вот вы не видите, слепую. Нет. Вот, кто этот? Не знаю. Пока
земля еще вертится, пока еще ярок свет. Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег и не забудь про меня. Да здравствует фабрика номер 16! Самая лучшая в мире! Ура! Я смотрю с воробьевых высот на ночное созвездие огней. Пусть в Москве уже за 800, мы вовек не состаримся с ней. Над Накыном прольется весна, озорные нагрянут грачи, и Якутии уже не до сна. С днем рождения 16-е! Москва, звонят колокола, Москва, золотые купола, Москва, по золоту веков проходит летопись времен. Москва, звонят колокола, Москва, золотые купола, Москва, по золоту веков проходит летопись времен. Спасибо. Начинаю условный отсчет времени. 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1. Пуск! Что такое алмаз? По-разному трактуют это слово. Непреклонный, твердый, непреодолимый. А русский писатель Куприн писал: это свет солнца, сгустившийся в земле и охлажденный временем.
Он играет всеми цветами радуги и сам остается прозрачным, словно капля. Остается прозрачным, словно капля. Остается прозрачным, словно капля. Остается прозрачным.